Переходим к стадии трений, и слово предоставляется адвокатам, которым были поданы апелляционные жалобы первостепенных. Адвокат Тимонян, пожалуйста. Уважаемый суд, доводы, сложные мной в жалобе были оглашены, не зацикливаться и не терять время участников процесса на этих доводах. Я в данном случае считаю не вполне, считаю, что нет такой необходимости. Хотелось бы обратить внимание именно на то, что происходило и происходит в судебном заседании. Мы не просто так, в частности, я не просто так попросила все-таки огласить мнение, позицию свою, мотивированную позицию, обоснованную позицию как прокуратуры, так и следствием. От прокуратуры так ничего мы не дождались, учитывая, что во всех ранних судебных заседаниях, предыдущих судебных заседаниях у нас об этом изложено также в жалобе. Прокуратура выступала крайней. Всегда после нас, и суд лишал нас возможности и права реплики, соответственно, лишал возможности возразить против той мотивировки, которую предлагает и заявляет прокуратура. От следователя мы, слава богу, дождались какой-то позиции определенной. Хотелось бы обратить внимание суда на позицию следователя. Я не услышала ни одного мотивированного возражения против апелляционных жалоб, именно связанных с постановлением Басманного районного суда. Не с теми доводами, по которым мы возражали против ходатайства следователя, а именно с возражениями против самого постановления, с возражениями нашими против самого постановления. То есть у следователя те же основания, тяжесть преступления, совершенное в группе, что Хасавов может скрыться, воспрепятствовать, угрожать, может продолжить оказывать давление. Давайте начнем с того, что первое вмененное обвинение о том, что он угрожал и оказывал давление, еще ни в коей мере не доказано, поскольку нет приговора. Хасавов в этом еще не обвинен, не признан виновным в этом, вступившим в законную силу приговором. Поэтому говорить о том, что он может продолжить угрожать, продолжить совершать преступление, здесь мы полагаем неуместно. Из раза в раз мы об этом говорим. Только нас не слышит ни суд, ни прокуратура, ни следствие. Они упорно продолжают писать в ходатайствах, в возражениях, что он может продолжить оказывать давление, может продолжить воспрепятствовать, может продолжить оказать давление на свидетелей, может скрыть и уничтожить доказательства. Каким образом он может это сделать, если все доказательства в данном случае, с одной стороны, следствие говорит, что доказательства по делу собраны достаточно для обвинения его в инкриминируемом преступлении, для совершения инкриминируемого преступления. С другой стороны, Хасавов может скрыть эти собранные доказательства и уничтожить. Я так полагаю, что следствие, наверное, подозревает, что Хасавов пойдет в Следственный комитет, войдет в кабинет, возьмет все эти дела и уничтожит все доказательства, которые по делу имеются. Как это должно выглядеть? Нам бы хотелось услышать мотивировку следствия, вот так его и не услышали. В чем все-таки опасение следствия, что Хасавов может скрыть и уничтожить доказательства? И в чем все-таки следствие видит обоснованность конкретно, в каком из доказательств следствие видит обоснованность предъявленного обвинения? И обвинение его в воспрепятствовании правосудия. Человек, который защищает интересы подзащитного, естественно, он воспрепятствует тому, что говорит следствие. Это уже тоже можно
Мы тоже сейчас воспрепятствуем, быть по суду возможно, по мнению следствия, потому что мы сейчас возражаем против тех доказательств доводов, которые представляет следствие. Давайте нас всех тоже привлекать по этой же статье. Таким образом, для того, чтобы обвинить человека и говорить об обоснованности предъявленного обвинения, наверное, необходимы конкретные фактические доказательства, основания, обстоятельства, хотя бы огласить для нас, ну, наверное, я так понимаю, по мнению следствия, безграмотных, глупых адвокатов, я прошу прощения у коллег, наверное, надо для нас все-таки объяснить, но не понимаем мы, в чем виноват в данном случае Хасавов. Выполняя свою работу, как все мы здесь присутствующие, защищая интересы клиентов, мы так до сих пор и не поняли на протяжении, вот как у нас здесь действительно мой коллега сообщил, 119 дней Хасавов находится в изоляторе. А мы 119 дней пытаемся все-таки понять или услышать от кого-нибудь, от прокуратуры, от следствия, в ответ на наше обращение к прокурору Российской Федерации, главе Следственного комитета, к суду обращаемся, пытаемся понять, хотя бы между строк прочитать, либо явно уточнить, все-таки в чем же виноват наш коллега, в чем конкретно обоснованность обвинения, в чем она заключается. Так мы этого и не услышали, не увидели этих конкретных обстоятельств, которые бы были изложены в постановлении Басманного районного суда о продлении мер пресечения Хасавова. При этом в сегодняшнем судебном заседании представлены доказательства того, что паспорта наконец-то у нас изволило следствие забрать, поскольку мы с самого начала предлагали, его никто не хотел брать. Таким образом, одно из оснований, которое приводилось на протяжении всего этого времени следствием, уже отпало. Говорить о том, что он может покинуть страну, скрыться от правосудия, уже неуместно, потому что у него нет ни одного, ни второго паспорта. Все остальные основания, обоснования, доказательств причастности Хасавова, все-таки мы не услышали ни в постановлении, ни в доводах следствия, в мотивировке их возражений, ничего мы этого не услышали, поэтому хотелось бы все-таки, чтобы в данном случае суд все-таки разобрался в законности вынесенного по Басманному районному суду постановления, обратил все-таки внимание не формально, а фактически и обоснованно привел доводы, по которым подлежит продлению меры пресечения, либо все-таки подлежит изменению этой меры пресечения на иную, более мягкую, поскольку, конкретно, повторюсь, никаких прямых и действительно существенных оснований причастности, обоснованности причастности Хасавова к предъявленному его обвинению, к инкриминируемым этим обвинениям, в данном случае мы не увидим. На вашу честь. Доводы нашей апелляционной жалобы, проекта апелляционной жалобы, я не буду повторять, конечно, они все подробно изложены в ней, но я бы хотел остановиться на принципиальных и очень простых, понятных, очевидных моментах. Значит, мы говорим с самого первого заседания о том, что это дело возбуждено в отношении Хасавова неуполномоченным должностным лицом по таких законам. Норма, которая отвечает на вопрос о том, кто же может возбуждать дело в отношении адвоката, это пункт 10 части 1 статьи 448 УК РФ. Это маленькая, краткая норма, очень простая, там не в чем ошибиться. И она говорит о том, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката принимается руководителем следственного органа Следственного комитета России по субъекту Российской Федерации. На дату возбуждения дела в отношении Хасавова данным лицом являлся полковник юстиции Стрижов Андрей Александрович. Возникает вопрос, у нас что, Стрижов Андрей Александрович возбудил это дело? Нет. Лицо, исполняющее его обязанности, возбудило дело, и такой человек не возбуждал. Может быть, заместители его возбуждали, и они этого не делали. Дело возбуждено совершенно иным должностным лицом Следственного комитета, причем работающим в другом структурном подразделении, занимающим иную должность. То есть тут все очень просто. И мы, конечно, засомневались, может быть, и подумали, что, вероятно, нам не повезло защитника, и мы нужно приобрели где-то контрафактный текст УПК, и статья там не та, да, в действительности может рассоком РГ возбуждать дело, которое не является руководителем следственного органа. Но нет, УПК там в индексе, и у следователя, и у прокурора, у адвокатов, у суда. И почему в этом случае суд на наши доводы последовательно говорит лишь так, что дело возбуждено уполномоченным лицом. То есть он не опровергает, он не пытается нам объяснить, почему якобы наш довод является неверным. Он не спорит, он говорит просто в декларативной форме. Возбуждено уполномоченным лицом. Мы говорим, нет же, всего один человек мог возбудить, и это был не он. Ноль реакции.
Мы понимаем, следствие является стороной в данном случае, они наши оппоненты, да, в вопросе об избрании стражи, то есть они просят избрать, мы возражаем. Но прокуратура это как бы сторона, которая не должна быть заинтересована в данном случае, да, не за нас, да, прокурор может сидеть с нами за этим столом, так же, как и со следователем. Это нейтральная сторона. Но и прокуратура прикладно этого довода не хочет видеть и реагировать на него не хочет. Что касается практики СПЧ, вы, Ваша честь, докладывая содержание жалоб, сказали о том, что в моей жалобе ссылаюсь на отдельное решение СПЧ по отдельным делам. Честно говоря, я не мог не забеспокоиться, потому что я ссылаюсь не на отдельное решение по неким отдельным делам. Как мы знаем, обстоятельства могут быть разные дела. Я ссылаюсь на ключевые и принципиально важные, основополагающие дела, в которых Европейский суд, честно говоря, пересказывает позицию пленума, может быть, пленум пересказывает за Европейским судом, но он говорит основополагающие вещи о том, какими критериями должен руководствоваться суд любого государства, участника конвенции, при решении вопроса о определении меры пресечения. Это дела вызова против России, это ключевое дело. Сейчас СПЧ коммуницирует дела, даже не вдаваясь в подробности, он говорит, коммуницируется в рамках правовых позиций по ключевому делу для виза против России. Все, им этого хватает. Основополагающее дело. Дело Живепин против России, на которое также ссылается, это дело, в котором ЕСПЧ, это пилотное постановление, где ЕСПЧ выявил структурный дефект. Он говорит, что в принципе в любом уголовном процессе у нас есть вот такая проблема, необоснованная и чрезмерное продление сроков содержания под стражей. В деле Хасаова, в деле кого угодно, любого иного человека. То есть это далеко не отдельный судебный акт, это основополагающая позиция Европейского суда по данной категории дел. Пересказывать эти позиции, конечно же, я не буду, но мы все понимаем, что здесь часы показывают одинаковое время и у ЕСПЧ, и у Пленума Верховного суда. Не нравится ЕСПЧ, мы можем говорить то же самое про Пленум. В его постановлениях это есть. Он говорит о том, что недостаточно тяжести обвинений, недостаточно тяжести возможного наказания, недостаточно неких предположений следователя, прокурора, судьи о том, что якобы человек может куда-то скрыться, уехать, надавить, уничтожить и так далее. Должны быть конкретные фактические обстоятельства, указывающие на то, что он это пытался сделать, намерен сделать, будет сделать. Если этого нет, если есть предположение, никакого продления стражи это быть не может. Что касается вопроса о причастности, вопрос, я думаю, что это должен быть принципиально важным, и он первый для нас, который подлежал рассмотрению и разрешению судом. Потому что вопрос о причастности, это ведь, причастность сама по себе, это некая абстракция, да, которая висит в воздухе. Причастность, она всегда указывает на нечто, то есть на причастность к некому преступлению, к событию преступления. И вопрос о том, имело ли место или имеются ли признаки, причины говорить о том, что событие преступления имело место, суд на этот вопрос ответить обязан. Да, мы не можем вникать в вопрос о том, имеется ли состав преступления, да, то есть вникать в субъективную сторону, объективную и так далее. Суд говорит, что обычно, что это не рассмотрение дела по существу. Но вопрос о событии преступления решить необходимо, поэтому мы хоть на какое-то расстояние, пусть это почтительное расстояние, но к этому вопросу подойти мы обязаны. И когда у нас избиралась мера пресечения, разумеется, по делу доказательственной базы там практически не было, и судья Левашова, чье постановление мы обжаловали, ну, с одной стороны, ей даже можно в чем-то и посочувствовать, потому что на нее было оказано колоссальное давление. Хасаов был в наручниках, в скрученной позе, заведен под конвоем спецназа ФСБ в зал судебного заседания, и спецназ ФСБ на всем продолжении этого заседания оставался там. На судью было оказано давление, это первое. И второе, честно говоря, у него было просто мало материала, не то, чтобы решать вопрос о том, имел ли место сам факт преступного деяния. Но Хасаов находится в СИЗО уже почти 4 месяца. И вот за это время у нас появились очень интересные документы, причем и доказательственная ценность укрепляется тем, что не мы их представили в дело, а следствие. Они назначили экспертизу, на разрешение которой поставили вопросы в чистом виде лингвистические, то есть о смысле слов и выражений, связанных с Хасаовым, о том, какая была интенция в них заложена и каков был их имплицитный смысл, то есть якобы, чему побуждал собеседник. И заключение от экспертизы, я его отметил, когда просил об исследовании материалов, в нем экспертом ФСБ, я прошу обратить особое внимание, это не какой-то сторонний эксперт, эксперт ФСБ, который осуществляет оперативное сопровождение дела Гамидова Юсупова, данного дела. Этот человек пишет, что Хасаов хотел и говорил о том, чтобы представитель потерпевшего в деле Гамидова Юсупова не давал ложных показаний. А 309 статья на чем говорит? О том, что человек, наоборот, заставляет давать ложные показания. Эксперт ФСБ говорит, нет, этого не было.
Что должно было бы произойти в этом случае, вот с этого момента? По моему мнению, получив это заключение эксперта, следователь Донского должен был сказать в статье 309: до свидания, я тебя не видел, ты нас тоже. И прекратить производство в этой части. Но они этого не сделали. Они назначили еще одну экспертизу, назвав ее лингвистической, получили тем же экспертам. И они получили те же самые выводы слово в слово, ничего не изменилось. Почему об этом говорю? Я не предлагаю суду рассматривать дело по существу. Я предлагаю и прошу ответить справедливо на вопрос о том, имеется ли факт, имело ли место событие преступления, предусмотренного статьей 309. И здесь мы можем ограничиться лишь изучением явных, внешних, лежащих на поверхности признаков. Вот это заключение эксперта ФСБ является как раз таким признаком и доказательством этого. Да, я понимаю, что суд не может прекратить в данном процессе преследование Хасава по 309 статье. Но учесть очевидное отсутствие события преступления суд может, и я полагаю, это сделать необходимо при вопросе именно о стражах. Потому что если это иллюстрировать в каких-то простых примерах, да, контрастных, на контрасте всегда как-то виднее. Но позвольте, вот если бы было дело в отношении человека по подозрению в убийстве, да, и решался бы вопрос о страже. Якобы убиенный объявился бы и давал бы на телеканалах интервью о том, как он здорово сходил в лес за грибами, заблудился, но он жив-здоров. И адвокаты, защиты, и сам подсудимый, он просил бы судью учесть этот момент, что нет события преступления, не продлевать меру пресечения. Что ему тогда вы сказали молчать, что это вопрос по существу, что говорить об этом нельзя? Это был бы явный абсурд. У нас не насильственное преступление. Кстати говоря, это аргумент в пользу избрания иной, более мягкой меры пресечения. Но у нас также конструкция предмета доказывания, она предполагает оценку события преступления, причастности к преступлению. И сейчас абсолютно очевидно, что события преступления, предусмотренное 309 статьей, не было. Что касается 294, вообще загадка, что под ней понимает следствие, с учетом того, что объективную сторону обоих вменяемых деяний следователь описывает одними и теми же словами. Но по 294 статье никакой стражи не должно быть, или быть не может. Сама суть действий, которые меняются Хасаву, то есть почему он на протяжении 4 месяцев, пенсионер, адвокат, ликвидатор аварии в Чернобыле, почему он находится в СИЗО? За 4 аудиосообщения в WhatsApp. Извините, они были отправлены якобы кому? Представителю потерпевшего в деле Габидова и Юсупова? Нет. А потерпевшему в рамках данного дела? Тоже нет. Это были аудиосообщения, отправленные Хасаву, сыну своего доверителя, где он выражал возмущение тем, что он слышал на суде лживое, как он их оценил, показания представителя потерпевшего. То есть адвокат звонит, и адвокат записывает аудиосообщение и ругает человека, делится своим мнением критического характера о том человеке, которого он считает лжецом. И вот что, за эти сообщения в WhatsApp, это даже смешно сказать, адвокат и пенсионер нужно держать в СИЗО, это нелепо. Если посмотреть на ситуацию в таком масштабе, непонятно, как это возможно. Почему мы снова говорим о том, что он имеет право на свободу? Что касается изменившихся обстоятельств, это был очень важный момент, и я судью в первой инстанции просил на это обратить пристальное внимание, потому что был конкретный набор доводов следователя при избрании меры пресечения. В частности, следователь говорил о том, что он, по сути, они усматривают некую группу, состав которой, персонифицированный состав которой им неизвестен на тот момент. Следователь говорил о том, что Хасавов якобы может вмешаться в дела Габидова и Юсупова, оказать некое давление на участников процесса. Но вот прошло время, и что мы видим? Мы видим, что, во-первых, следователь отказался от своего тезиса о наличии некой неопределенной группы. Он говорит о том, что группа это 3 человека: Джамалудинов, Хасавов и Юсупов. Все 3 человека находятся под исключительным контролем государства. Нет неустановленных лиц, с кем Хасавов якобы мог бы вступить в контакт. Это было отпало. Но суд этому оценки никакой не дал. Что касается события преступления, я сказал, что появилось заключение эксперта ФСБ, где сказано конкретно о том, что он не просил давать ложные показания. Он, наоборот, хотел, чтобы человек не давал ложных показаний. Это тоже документы, которые указывают на принципиальное изменение доказанных фактов. Суд это проигнорировал целиком. И что касается вопроса о якобы намерении и возможности Хасавова оказать влияние на участников процесса по делу Габидова и Юсупова, с момента избрания меры пресечения ситуация также изменилась. То дело завершено, им вынесен приговор. Повлиять не на кого. Но при этом у нас, да, разумеется, сданные паспорта, я должен отметить, и российские, и заграничные, которые также
указывают на изменения обстоятельств и отсутствие тех доводов, на которые ссылался следователь. Но вот что касается дела Гамидова и Юсупова, в материалах СМИ было придано очень большое, на мой взгляд, необоснованно большое значение тому факту, что Касаов, находясь в СИЗО, подал апелляционную жалобу в защиту Юсупова. И я так понимаю, что следствие может полагать, что Касаов имеет некое намерение влиять на это дело. Но следствие, оно не учитывает того факта, что адвокат, который заключил соглашение на защиту человека в суде, он обязан в силу кодекса профессиональной этики подать апелляционную жалобу на приговор, иначе для него наступает дисциплинарная ответственность. Приговор-то вынесен неоправдательный, он обязан обжаловать. Если он этого не делает, проблемы начинаются у него, у самого адвоката. Какую жалобу он мог подать, находясь в СИЗО, не видя ни протокола, ни приговора? Мы понимаем, что действие это скорее носит формальный характер, необходимый, вытекающий из обязательных требований. Но оно никак не указывает на то, что Касаов имеет намерение влиять на этот процесс. Его участие в этом процессе завершено. Относительно доводов, которые были озвучены сейчас следователями, что касается тяжести обвинения, ну, тут и пленум, и случай отвергает, этого мало, этого недостаточно. Организованная группа, позвольте, только что мы сказали о том, что она, ее состав исчерпывающим образом описан следователем. То есть они не говорят, что есть кто-то еще. Этого тоже больше нет аргументов. Ссылка следователя на то, что ведется якобы сбор доказательств, она вообще вызывает удивление, потому что Касаову продлили сразу 13 ноября, так вот с тех пор у нас было всего одно единственное следственное действие, на котором Касаова и защитников познакомились с заключением эксперта, о котором я сказал. Других-то никаких действий не было. Какой сбор доказательств? Касаов для чего находится 2 месяца в СИЗО? Не входит следователь, никаких действий соучастия не совершается. И в дело не представлено документов, указывающих на то, что в отношении иных участников сейчас совершается некие действия, что идет некий иной сбор доказательств. Этого нет. В деле тишина. Что Касаов делает там 4 месяца, неизвестно. А они хотят, чтобы он провел еще 3. Потому что они снова по радостному вышли. Относительно обширных связей. Вот эта фраза она вызывает вообще загадку. У нас в первой инстанции было сказано несколько иначе, что обширные связи в мусульманском мире. И я выражал удивление. Это что имеется в виду? Некая там Саудовская Аравия? Или может быть престарелая тетя в Дагестане? Ведь тетя в Дагестане, это что же мусульманский мир и связи с ними, родственные связи? Что имеет в виду следователь? Они не поясняли. И сейчас наличие обширных связей. Но только подтвердите это чем-то. Каких связей? В адвокатском сообществе все связаны, члены одной корпорации. Что еще может иметься в виду? И индивидуальная ситуация Касаова, она не получила никакой оценки ни в следствии, ни со стороны суда, ни одной инстанции. То есть то, что человек является пенсионером, ликвидатором аварии, человеком, чье здоровье далеко от идеального, у кого есть прописка на территории Москвы, помещение для потенциального отбывания домашнего ареста, все это есть. Почему в отношении Юсупова, у которого нет ни прописки, ни своего жилья на территории Москвы, можно избирать домашний арест, а в отношении Касаова, у него есть набор всех необходимых имущественных прав, личных имущественных прав, социального положения, почему ему нельзя избрать домашний арест? Это такая форма поощрения тех, кто идет на сотрудничество с следствием. То есть это, на мой взгляд, это злоупотребление следствием теми полномочиями, которые у него есть. Кто им выгоден, кого нужно поощрить, его можно оставить дома, хотя к этому нет оснований. А у кого есть все основания быть на свободе, его любыми правдами и неправдами оставить под арестом. Поэтому я прошу уважаемый суд отменить это в высшей степени несправедливое, необоснованное и незаконное постановление. И изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Спасибо.